В эфире новости экономики на Якутия-24. В студии Нургуяна Иванова, и в ближайшие минуты я расскажу об экономических событиях в республике и стране. Будущий ветропарк, который планируют построить в поселке Тикси, позволит существенно сэкономить за счет сокращения расходов на дизельное топливо. В Якутском речном порту начали прием и транзитную переброску грузов для строительства ветропарка в поселке Тикси. В составе грузов доставили все элементы ветрогенераторов и комплектующего оборудования весом в 238 тонн. С доставкой грузов в сентябре начнется активная фаза строительства ветропарка. Этот проект для нас чем хорош? Тем, что он по сути своей полностью финансируется японской корпорацией NEDO. Это по сути своей грант для производителей японских компаний. Соответственно, за счет этого мы получаем безвозмездно ветроустановки. Также придут дизель-генераторы безвозмездно. Стоимость ветряков в пределах $1 миллиона, а в целом проект он практически около $1 миллиарда будет стоить с учетом работы, доставки. Японские инвесторы заинтересовались строительством моста через реку Лену. Речь об этом шла во время рабочей встречи первого заместителя председателя правительства Алексея Колодезникова с крупным японским инвестором, торгово-промышленным конгломератом Mitsui & Co. Компания Mitsui заинтересована в развитии бизнеса в Якутии. Первым нашим проектом был ветропарк в Тикси. Сегодня мы прибыли в республику в поисках новых направлений сотрудничества, заявил господин Коносуки Суги. Первый зампред правительства Якутии пригласил делегатов компании принять участие в обсуждении вариантов строительства моста через Лену. Научно-практическая конференция на эту тему стартует в Якутске 21 июля. Новый резидент ТОР «Индустриальный парк Кангалас» и компания «Базальт» откроет производство теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна. Целью проекта является обеспечение гарантированного и устойчивого снабжения потребителей Якутии безопасным и качественным теплоизоляционным материалом. Компания «Нитро Сибирь Якутия» организует производство и хранение промышленных взрывчатых веществ для горных предприятий в ТОР «Южная Якутия». На выбор места реализации данного проекта повлияло близкое расположение крупных потребителей. Также сказался рост рынка взрывных работ на Дальнем Востоке. Курс рубля укрепился по отношению к американскому доллару и евро на фоне проходящих в Хельсинки переговоров президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. До начала пресс-конференции по итогам переговоров двух лидеров курс доллара на московской бирже составлял 62 рубля 33 копейки, евро 72 рубля 98 копеек. На данный момент курс доллара понизился до 62 рублей 29 копеек, евро до 72 рублей 93 копеек. Правительство Российской Федерации планирует выделять 5 миллиардов рублей на программу повышения квалификации граждан предпенсионного возраста ежегодно. Об этом сообщил на заседании Комитета по бюджету и налогам в Госдуме министр труда и социальной политики Российской Федерации Максим Топилин. Мы разрабатываем программу повышения квалификации для лиц, которые окажутся в предпенсионном возрасте. Правительство выделит на нее соответствующие средства. Мы сейчас исходим из того, что это может быть около 5 миллиардов рублей в год, сказал министр. С точки зрения самой формулы расчета пенсии в законопроекте ничего не изменится. Как пенсия рассчитывалась, такая система и останется. Также сохранятся досрочные пенсии на севере. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам проголосовал за принятие правительственных поправок к законопроекту об освобождении от обложения налогом на добавленную стоимость услуг по внутренним воздушным перевозкам в регионы Дальнего Востока. На пассажирские авиаперелеты на Дальний Восток предлагается установить льготную ставку НДС в 0% по аналогии с уже действующими ставками для перелетов в Крым и Севастополь, а также в Калининград. Все остальные внутренние перелеты будут облагаться по льготной ставке в 10%. Действовать такая льгота для перелетов должна до 1 января 2025 года. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.